В начале 19 века Кавказом начали интересоваться Англия и Франция, независимо от их взаимоотношений в Европе. Нередко они подстрекали Иран и Турцию к войнам против России. Однако перелом наступил в 1801 году, когда Картлико-Хетинское царство, иными словами Восточная Грузия, добровольно вошла в состав Российской империи. В последующие годы, где силы и оружие, а где и мирным путем, к России присоединились и Западная Грузия, Имеретинское царство, Мегрельское и Абхазское княжество, а также азербайджанские государственные образования – ханство Генджинское, Ширванское, Карабахское, Шекинское, Дербентское и другие. В 1828 году российскую власть признали армянские государственные образования. Иными словами, в течение 30 лет все Закавказье стало частью Российской империи, в то время как значительная часть Северного Кавказа оставалась самостоятельной. Россия устремлялась сюда, на юг устремлялась. России нужны были территории, пространства. Вообще-то имперская политика всегда такая. А Северный Кавказ, получалось, находился между Грузией, то есть между Закавказьем и Россией, Центральной Россией. Получалось, если голова, скажем, Российской империи – это Петербург, то ноги оказывались в Закавказье. Вот туловище перерезано в независимом Северном Кавказе. После присоединения Грузии участь Северного Кавказа была предрешена. Царская Россия любыми путями хотела покорить горцев Северного Кавказа. С другой стороны, равнинные чеченские общества были настроены в целом пророссийски. На рубеже 18 и 19 столетий терские и сунжинские чеченцы уже имели договорно-подданнические отношения с Россией, то есть юридически признавали себя подданными его императорского величества. Недаром за терско-сунжинскими чеченцами закрепилось название «мирные». Это натеричные чеченцы, сегодня живущие в одноименном районе, качкалыковские чеченцы, ныне это Гудермесский район, и сунжинские, часть современного Грозненского района. При правильном политическом подходе они могли бы стать той опорой, с помощью которой Россия могла бы распространить свое влияние на всю Чечню, на так называемых непокорных и независимых чеченцев. Эта ситуация на Кавказе была по сути уникальной, когда не отдельные феодалы, а значительная часть населения по отношению к России была настроена лояльно. Важнейшим фактором в улучшении отношений были торгово-экономические связи. Именно торговля в этот период не раз выводила отношения между сторонами даже из самого глубокого кризиса. Плодородные земли Чечни были освоены чеченцами великолепно. Они были замечательными пахарями, прекрасными животноводами, строителями. Чечня производила столько хлеба, столько скота, шерсти, молока, изделий ремесленных, что самой для нее это было слишком много, она на продажу это вывозила. Как русские казаки, русский народ, так и чеченцы, горцы Дагестана тянулись друг к другу, к мирной жизни. И особенно это проявлялось в торговых отношениях горцев с Кавказской линии. В 1799 году в Науре в результате подписанного соглашения десятки чеченских аулов вступили в российское подданство. Один из пунктов соглашения обязывал мирных чеченцев охранять терскую линию от нападений немирных. В последующем этот пункт не раз станет камнем преткновения. Борьба против соплеменников и единоверцев пользоваться популярностью в принципе не могла. Однако за себя мирные чеченцы поручиться могли. Недаром командующий на Кавказе генерал-лейтенант Карл Кноринг докладывал в Петербург год спустя после подписания Наурского соглашения. Чеченцы мирных за тереком деревень, от которых есть аманаты, пребывают всегда послушными и усердными. Хищничество же производят народы позади них, в сих горах жительствующие. Здесь надо одну деталь, она достаточно тонкая деталь. Не все горцы все-таки хотели воевать с вооруженными до зубов царскими войсками. Кноринг был сторонником мирных методов в отношении горцев. Сменивший его в 1802 году Павел Цицианов символическое подданство горцев считал недостаточным. Да и нападения независимых обществ на линию все же случались. Новый наместник на Кавказе добивался совершенной покорности от горцев. Вот эта вот наступательная позиция царских чиновников, военных чиновников, вызывало, конечно же, сопротивление со стороны горцев, народов, которые в той или иной степени имели часто мирные, нередко и враждебные отношения с царским военными чиновниками.
Цицианов принял решение усмирить чеченцев силой и отдал соответствующий приказ командующему войсками на Кавказской линии генералу Шепелеву, выступив из станицы Щедринской. Шепелев в 20-х числах июня 1803 года нападает на качкалыковские селения Истесу и Наимберды, ныне это Гудомесский район. Наказанные аулы были мирные. В результате Шепелев доносил Цицианову: какой хлеб был у деревень, весь перетоптал, чеченцев убито 9, в плен взят живой 1, рогатого скота 960, буйволов 127, лошадей 24, а с нашей стороны урону никакого нет. Никакого урона и быть не могло, поскольку мирные аулы были застигнуты врасплох. В том же 1803 году в Чечню уже под командованием майора Савельева было совершено еще 2 экспедиции. Подобные действия привели к резкому росту нападений чеченцев на Кавказскую линию и обострению отношений между Кавказской администрацией и горцами. Сменивший Шепелева на должности командующего войсками линии Глазенап был сторонником еще более жестких мер. В конце мая 1804 года он сжег несколько чеченских аулов на Сунже. На обратном пути по Владикавказ отряд подвергся нападению, которое было отбито с помощью артиллерии. Разгромленные аулы в знак покорности выдали своих аманатов. Однако репрессии миру вовсе не способствовали. Участились нападения горцев на линию и наоборот, казаков на чеченские земли. Вот эта идея, что горцы признают только силу, а вот любое, значит, к ним послабление, мягкость они принимают за слабость. Они никак не поймут, что если даже на короткое время где-то что-то задавит, то потом оттуда огонь вспыхнет с еще большей силой. Чеченцы прекрасно понимали, какую опасность представляет для них Кавказская линия. К тому же в планах Цицианова уже было перенести линию с Терека на Сунжу. В 1805 году по его указу были даже исследованы берега Сунжи и назначены пункты для строительства новых укреплений. Однако занятость Цицианова в Закавказье на русско-иранском фронте и его гибель в 1806 году не позволили приступить к реализации плана. Спустя 10 лет это сделает Ермолов. А народы, которые оказались на пути этой имперской политики, в реализации этой имперской политики, они, естественно, оказывали сопротивление. Часть народа, конечно, прекращала сопротивление. Восточное направление в политике России играло ведущую роль, пока в Европе не пришлось столкнуться с наполеоновской Францией. Возникла необходимость корректировки кавказской политики, не вести активных наступательных действий. Это нашло свое отражение в так называемых предначертаниях, программе Министерства иностранных дел России. В целом, предначертания показывают, что в Петербурге скептически относились к повиновению горцев. Вообще, подданство горских народов должно понимать токмо наружным. Усердие их достаточно будет изъявлено, когда они останутся в бездействии против полков российских. Единственный способ, могущий быть действительным и полезным против горских народов, состоит в том, чтобы, довольствуясь наружными знаками их подданства, стараться держать их в блокаде. Сие время бездействия, или лучше сказать оборонительной системы, употребить на внутреннее устроение новоприобретенных областей. Наступать одновременно на Кавказ и на западе Россия не могла. Начинается борьба против республиканской Франции. Внимание России резко отвлечено было на западные внешнеполитические проблемы. Из-за того, что шла в начале XIX века русско-персидская война, русско-турецкая война, а затем и нашествие Наполеона, она вела политику заигрывания с горцами и с правителем горским. Стоит отметить, что к началу 1806 года, когда предначертания утверждались, значительная часть равнинного населения Северного Кавказа уже была в российском подданстве. В частности, и терско-сунжинские чеченцы, однако в предгорье и горные области российская власть еще не проникала. Предначертания были одобрены императором, и Россия на Северном Кавказе откажется временно от активных действий до окончания наполеоновских войн. Главной задачей стало удержание имеющихся позиций. На должность главнокомандующего на Кавказе годился именно такой человек, как Иван Гудович, тот самый, что пленил шейха Мансура. Если сравнивать с предшественниками, Гудович этот регион знал лучше. Иными словами, новый наместник Кавказа был фигурой не случайной. Он считал, что привести горские племена в повиновение легче всего мерами, цитата, кротости и гуманности, нежели оружием. Его императорское величество Александр I одобрил новый подход Гудовича.
Наместник предлагал переселить как можно больше чеченцев на правобережье Терека, к мирным соплеменникам, разрешить им беспошлинно торговать в российских пределах и пасти скот в зимнее время в степях левобережья Терека, то есть на территории сегодняшних Наурского и Шелковского районов. Конечно, эти меры полностью соответствовали интересам чеченцев. Первое укрепление на Тереке, почему против них горцы стали? Дело в том, что было отгонное животноводство. Значит, зимой скот гнали туда, за Терек, и потом, когда лето, наоборот, отгоняли в горы, построив станицы, значит, по Тереку, цепь укреплений, вековое отгонное животноводство нарушили его связь. Гудович пытался вникнуть в проблему горцев. Он даже созвал старшин 104 чеченских аулов, то есть абсолютного большинства населенных пунктов равнинной Чечни. Горцы заявили, что нападения на Кавказскую линию порождены притеснениями жителей со стороны местного российского начальства. Наместник понимал, что жалобы обоснованы. Недаром в сентябре 1806 года он докладывал Александру I. Чеченские старшины мне тоже принесли жалобы, что им деланы были от начальства обиды, что и в самом деле могло статься, ибо был случай делать экспедицию, увеличивши подвиги, получить награду и отличие. Гудович обещал разобраться и потребовал прекратить нападение на линию, однако в условиях отсутствия единого центра управления у чеченцев старшины не могли гарантировать последнего в короткие сроки. Более того, чеченцы знали, что готовится военная экспедиция. Уже были совершены походы в Кабарду и Осетию в 1804 и 1805 годах и Дагестан в 1806 году. Черед был за Чечней. Чеченцы пытались договориться с кавказской администрацией через кумыкских и даже грузинских князей, зная об их давних дружественных отношениях с Россией. Именно в это время на политическую арену и вышел Бейбулат Таймиев, также участвовавший в переговорах. Однако решение о походе было уже принято, и полным ходом шла его подготовка. Дело в том, что на Кавказе всегда по любому вопросу можно договариваться и найти общий язык, вплоть до прощения кровной мести. Царские генералы почему-то придавали значение не переговорам, не мирному решению вопроса, а именно силе. 13 февраля 1807 года в Чечню с 3 сторон двинулись войска. Первый отряд под командованием генерал-лейтенанта Мусина Пушкина выступил из Моздока, второй во главе с Ивеличем из Владикавказа и третий отряд во главе с Булгаковым выступил из станицы Червленые. Общая численность войск составила более 11 тысяч человек при 30 орудиях. Ни в походе в Кабарду и Осетию, ни в Дагестан не использовался столь многочисленный отряд. Видимо, командование высоко оценивало военные силы чеченцев. Целью были непокорные аулы Большой Чечни, то есть восточные районы, и Малой Чечни, то есть западные. Отряды Мусина Пушкина и Ивелича огнем прошлись по Малой Чечне, в том числе по землям карабулаков, одного из чеченских обществ. Как потом писали военные, было множество перестрелок и 7 сражений в лесах и на полянах. Целью же Булгакова была Большая Чечня, пройти в которую он мог только покорив Ханкальское ущелье и близлежащие аулы. Зная о готовящемся походе российских войск, чеченцы сильно укрепили Ханкальское ущелье. Позиция с фронта была прикрыта целыми рядами завалов и рвов. 15 февраля Булгаков подошел к Ханкальскому ущелью, а 17 февраля, по его словам, здесь состоялся кровавый штурм, память о котором еще долго сохранялась в горах Чечни. Ущелье взяли штурмом, о потерях сторон единых данных нет. Булгаков доносил Гудовичу, что он потерял 162 человека убитыми и ранеными. Потери Горцев он оценивал в 1000 человек. Однако его же современники в 1000 человек оценивали, наоборот, потери царских войск. Выйдя из Ханкальского ущелья, Булгаков дал отдохнуть своим войскам один день у реки Аргун, вблизи селения Большой Чечен. По словам Булгакова, на другой день это гнездо хищников было предано разрушению, а за ним начался разгром и всей чеченской земли. Булгаков двинулся вверх по течению реки Аргун, сжигая на своем пути все аулы, в том числе большие и малые атаги. К нему после сражения в Гойтинском лесу в Малой Чечне подоспели отряды Мусина Пушкина и Ивелича. 5 марта отряды подошли к Герменчуку. Многочасовой бой окончился сожжением аула. Экспедиция Булгакова была завершена. Большая и Малая Чечня от реки Аргун до Черных гор лежала в развалинах. Потери среди солдат за весь период экспедиции с середины февраля до середины марта оценивают от 400 человек до нескольких тысяч.
Гудович. Потери среди чеченцев неизвестны, но, видимо, их было значительно больше, ведь были сожжены десятки селений. Пострадали и мирные аулы, жители которых оставались дома, надеясь, что командование выполнит свое обещание не трогать их. Надо отдать должное Гудовичу, который предписывал руководителям экспедиции еще за месяц до ее начала, что атагинские старшины Жамбатыров и Али Султанов, цитата, «укажут вам настоящие мирные чеченские деревни, кои при нынешней экспедиции в Чечню должны быть пощажены». Конец цитаты. Однако этого не произошло. Там чеченцы оказали очень сильное сопротивление, потому что поход был абсолютно безосновательный. Чеченцы никакого повода для этого похода не давали. Сделано это было чисто, как писали царские документы, в таких профилактических целях. Российская армия должна была воевать на Кубани, и они хотели всемирно ослабить Чечню и Дагестан, чтобы, не дай бог, здесь что-либо не произошло, что отвлечет российские войска. Подобные экспедиции на Северном Кавказе, как правило, сопровождались выдачей аманатов и принесением присяги на верность. Старшины подписали документ, постановление о вступлении в российское подданство. Теперь в этом процессе посредничали и кумыкские феодалы. В апреле и октябре 1807 года 20 чеченских селений вступили в российское подданство, заверив это на документах. Кавказская администрация выполнила обещание, в частности, разрешила подданным чеченцам беспошлинную торговлю. За нарушение обязательств, например, за нападение на линию или невыдачу беглых солдат, видимо, дезертирства случались нередко, полагалось наказание. Из всех кавказских наместников первой четверти XIX века Гудович сделал больше всех остальных для распространения российского влияния в Чечне политическими и экономическими методами. Он исполнял не только угрозы о наказании, но и старался выполнять обещания о выгодах. Именно с 1807 года на основе документов о подданстве на Чеченской равнине впервые начинается установление российской административной власти. Учитывая характер чеченцев, чеченцам самим разрешили выбирать старшин этих обществ. Сами от кого хотите выбирайте, но они должны быть представителями российской власти. Создается система приставского управления. Главную связующую роль между кавказской администрацией и населением играли старшины, называемые приставами. В сущности, российская власть опиралась на традиционную общинную форму управления чеченцев. Безусловно, это было политически гибкое решение. В некоторые аулы были назначены кабардинские и кумыкские владельцы, и в данном случае Гудович учел старую традицию чеченцев приглашения на княжение. Через старшин, цитата, «Каждая деревня в делах своих и нуждах делала бы представление к управляющим всеми мирными чеченцами полковнику Ахвердову. Ахвердов, находившийся на постоянной основе в Кизляре, в случае необходимости, должен был выходить на кавказского наместника в Тифлисе». Некоторым авторитетным чеченским старшинам при посредничестве кумыкских феодалов за лояльность были даже присвоены офицерские чины, в том числе шалинскому старшине Бейбулату Таймиеву. Он перешел на царскую службу, лично встречался с Гудовичем в Тифлисе, последний ходатайствовал перед императором о присвоении Таймиеву чина подпоручика и соответствующего жалования. Ходатайство было удовлетворено. Бейбулат Таймиев, в принципе, с самого начала своей деятельности понимал, что в вооруженной борьбе чеченцы с Россией не выиграют. Поэтому он пытался договориться с российскими наместниками, найти достойное место для Чечни в российском государстве. В марте 1809 года престарелого Ивана Гудовича сменил генерал Александр Тормасов. Как это часто бывает в период перемен, начались волнения среди горцев Северного Кавказа, которые подстрекались турецкой и иранской агентурой, причем об этом в Петербург докладывал сам Тормасов. Причиной же всего всеобщего вооружения горцев ничто другое, как напряжение порты Оттаманской, поднять их против нас. Обещание и обольщение персидского двора через разосланные к ним фирманы, то есть призывы, из коих я весьма многие имею у себя перехваченными. Нападения чеченцев на линию в течение 1809-10 годов участились. Партизанские отряды возглавил уже бывший офицер царской армии, небезызвестный Таймиев. Он прилагает усилия к объединению чеченцев, ингушей, кабардинцев и дагестанцев. Его отряд численностью до 600 человек летом 1810 года даже дает сражение, в котором ранен и сам Бейбулат. Как только российские власти, особенно тогда-то это военные власти были, гражданской власти таковой и не было, начинали совершать репрессии, жестокости, когда становилось ясно, что никакие договоренности, достигнутые во время встреч Таймиева с российскими наместниками, не соблюдаются, он снова и снова берется за оружие. С 1809 года наметилась тенденция консолидации горцев в своих действиях. В ответ, пользуясь испытанной тактикой «разделяй и властвуй», Тормасов писал генералу Булгакову:
Я поручаю вам стараться как возможно держать в ненависти и вражде кабардинцев к чеченцам. Рассорить чеченцев и кабардинцев не получилось, зато получилось на время внести разлад между последними и ингушами. Впрочем, и ингушей администрация не рассматривала в качестве союзников и не испытывала к ним особого доверия, хотя они уже давно находились в российском подданстве. Недаром генерал-майор Дальпоц описал Булгакову, что ингушевский народ несовершенно верен в преданности российскому правительству. Он обвинял их в том, что они пропустили чеченцев к Владикавказской крепости. В январе 1811 года Тормасов обратился к чеченцам с призывом прекратить волнения и припомнил им 1807 год экспедиции Булгакова, подчеркнув, что в этом были виновны сами горцы. Наместник уверил чеченцев, что выгоды, обещанные Гудовичем, будут выполнены, что ими было сделано в 1811 году. Были построены и некоторые миновые дворы, кроме существовавшего в Кизляре и Моздоке. Были открыты такие миновые дворы, как Наурская, Черленная. Тормасов вновь отменил для чеченцев пошлины. Конечно, торговля была сопряжена с трудностями. Горцы должны были приезжать на миновые дворы без оружия, становиться в указанных местах, брать билеты для выезда у старшин, ехать вместе и так далее. Впрочем, эти трудности, возможно, были обоснованы, особенно в свете восстаний, имевших место накануне, так что можно понять и кавказскую администрацию. В торговле были заинтересованы обе стороны – горцы и жители Терской линии. Недаром Дальпоца докладывал наместнику Тормасову, что чеченцы, цитата, «гораздо более имеют желание привозить свои продукты в наши границы и продавать оные по сходным ценам, да и нам выгоднее покупать мед, воск, лошадей, рогатого скота, баранов, звериных шкур, глиняной посуды, скотских кож, сала говяжьего и бараньего, леса бревнами и дровами» и так далее. Пошли навстречу торговым отношениям, давали возможность вести торговлю. И от России получали фабрично-заводские изделия. И сам Тормасов отмечал в своих рапортах положительные результаты экономических методов. Обитатели Кавказской губернии весьма охотно начали доставлять хлеб карантином в тех местах учрежденных и взаимно с горцами выменивают произведения и изделия свои при дружественном обхождении и обоюдной доверенности. Например, зафиксировали, что чеченцы целыми вазами, один крестьянин несколько громадных вазов везет на продажу на Терек. Более того, Тормасов продолжил политику Гудовича по добровольному переселению горцев на правобережье Терека в мирные чеченские аулы. В очередной раз началось улучшение отношений между сторонами. Таймиеву было обещано возвращение офицерского чина и жалования в случае, если он прибудет в Тифлис с чеченской делегацией для переговоров, что им и было сделано в мае 1811 года. Понимая роль Бейбулата Таймиева в чеченском обществе, его огромный авторитет, царские наместники, царские власти в целом призывали его откажись от борьбы. А использовать Бейбулата Таймиева, его ум, его дипломатический талант для того, чтобы Чечне устанавливать такую власть, которая не была бы оборонительной для чеченцев, советоваться с Таймиевым, дать ему реальную власть. Этого российские наместники власти не хотели. Когда Тормасова отозвали на Европейский военный фронт, его на должности наместника Кавказа сменил генерал Ртищев, который также продолжает политику двух своих предшественников. Перед отъездом в Тифлис Ртищев собрал в Моздоке съезд чеченских старшин, на котором стороны подтвердили желание жить в мире. Для активизации торговли и подкупа чеченской верхушки в Чечню была доставлена крупная партия разменной медной монеты. Это был уже шаг вперед в развитии экономических отношений. До этого обращение российских денег в Чечне было запрещено. Подобная политика дала результаты. Ртищев в январе 1812 года докладывал в Петербург. Вообще весь чеченский народ остается спокойным, и никаких нападений и хищничества от стороны их не происходит. Это лишний раз подтверждало, что чеченцы были готовы стать частью Российской империи при правильном политическом подходе. Все к тому и шло, просто нужно было время.
Однако в марте 1811 года Кавказская администрация сделала шаг назад. Институт гражданских приставов был ликвидирован. Гражданских управленцев вновь сменили военные. Последние, как правило, не признавали политических и экономических методов решения вопросов. Управление чеченцами было передано полковнику Эристову, а главным на линии был назначен Портнягин, которые своими провокациями свели на нет достижения 3 наместников Кавказа – Гудовича, Тармасова и Ртищева. Вопреки приказам последних 2, запрещавшим казакам переходить Терек и нападать на чеченские аулы, Портнягин сделал обратное. Новый виток противоборства начался 7 января 1813 года, когда 1500-тысячный отряд под командованием Эристова перешел Терек и уничтожил чеченское селение Бельское. Портнягин ходатайствовал о награждении Эристова за экспедицию. Ртищев выразил неудовольствие. Такую же реакцию этот поход вызвал в Петербурге, тем более в условиях войны с Францией. Нападение получило высочайшее порицание. Впрочем, кордонные командиры зачастую не придерживались указаний Тифлиса и Петербурга, особенно если речь шла о кротком отношении к горцам. С этого момента не считали себя связанными какими-либо соглашениями, и чеченцы начались ответные нападения на линию. Эскалация конфликта подогревалась деятельностью грузинского царевича Александра, который на деньги Ирана боролся за отделение Грузии от России. Появился лишний повод для похода в Чечню. В мае 1813 года Эристов уничтожает несколько сунжинских сел. Цитата: «Истребил более 100 горцев, упорно оборонявшихся в селениях на Сунже». С аула взяли аманатов. На сей раз Эристова не в чем было обвинить, и он получает долгожданную награду – орден святого Владимира III степени и чин генерал-майора. Однако волнения на границе не прекращаются. Терпение Петербурга в конце концов лопнуло, и в том же 1813 году Портнягина снимают с должности. Вместо него командующим на линии назначается генерал-майор Дель Поццо. Война в Европе подошла к концу, а на юге империи все было не столь радужно. Взаимные нападения по Северному Кавказу продолжались. Безопасность военно-грузинской дороги была под угрозой. Что касается Чечни, то Дель Поццо собирался совершить карательную экспедицию весной 1816 года. Однако Ртищев, сторонник мирных методов, ему этого не позволил и спас Чечню от разорительного похода. Со временем кризис системы отношений, созданной Гудовичем, Тармасовым и Ртищевым и более или менее эффективно действовавшей почти 10 лет, стал очевиден. Теперь главной особенностью политики на Северном Кавказе стали не мирные переговоры, а жесткие действия. Нужен был второй Цицианов с его решительными мерами. В свете окончания наполеоновских войн империя могла себе это позволить. Вот этот мирный период, относительно мирный период, отношения Чечни и России, вот постепенно устанавливается российская администрация, налаживаются торгово-экономические связи, продолжался до 816 года. Александр I решил отправить на Кавказ одного из самых выдающихся генералов того времени – Ермолова. Плохой, но все же мир, действовавший на Кавказе более 20 лет, ушел в прошлое, и в этом были виноваты обе стороны. На сей раз большая Кавказская война стала неизбежна.